Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года для стрельцов. Рассмотрим сферу отношений, работы, финансов на Таро и советы на цыганском оракуле. Посмотрим сначала основные события, на чем мы будем концентрировать свое внимание. Выпадает карта десятка жезлов. Две карты на отношения. Для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера. Три карты на работу. Для тех, кто имеет работу, для тех, кто ищет. И для тех, кто свое дело имеет. Финансы на неделю. Карта десятка жезлов говорит о том, что стрельцам придется завершать дела. Возможно, будет очень много дел, хлопот, и, может быть, даже трудно будет с этим справиться. Но здесь идет какое-то завершение процесса. Уже вот цель близка. И действительно, уже совсем немного осталось для того, чтобы уже был результат. Также карта говорит о том, что если будут сложности какие-то, нужно уметь распределять обязанности. Не нужно на себя взваливать слишком много. Скорее всего, это ваша ошибка, да, когда вы берете слишком много там, заказов, работы, ответственности, потом, не рассчитав, да, потом приходится исполнять обязательства, и это дается очень тяжело. То есть действительно человек здесь согнулся под тяжестью того, что он на себя взвалил. То есть эта карта может говорить как о том, что нужно сделать последний рывок для того, чтобы закончить все, так и это может говорить о том, что нужно разгрузиться, да, то есть позвать кого-то на помощь. Также карта говорит о том, что у вас обязательно должна быть цель, ради чего вы все это делаете, для чего вы тратите столько усилий, да, то есть обязательно цель должна оправдывать то, что вы делаете. Это может касаться чего угодно. Это может касаться и работы, и отношений, и, может быть, даже денег, да, допустим. Может быть, у вас есть какие-то обязательства, которые нужно выполнить, и их слишком много, либо они слишком большие, и вам очень тяжело. Но в любом случае у вас здесь не так уж много осталось для того, чтобы уже этот процесс закончился. Ну и карта рекомендует, что при начале нового какого-то проекта, да, новых каких-то дел, новых отношений, не нужно больше позволять себе столько на себя взваливать. Нужно рассчитывать свои силы и понимать, сколько вам комфортно, а сколько много для вас, да, то есть нужно позаботиться о своем здоровье, о своем самочувствии, потому что здесь человек, он думает только о работе, об обязательствах, об ответственности. Карта говорит о том, что мы не только работаем, у нас есть еще чувства, у нас есть необходимость отдыха, у нас есть необходимость как-то переключать внимание, каким-то творчеством заниматься, любимым делом, когда мы не устаем, когда мы расслабляемся, да, то есть нужно на все, чтобы время хватало. Давайте теперь посмотрим, что будет происходить в сфере отношений для тех, кто в паре. Выпадает карта дьявол. Действительно, карты эти очень похожи. В отношениях, скорее всего, сложилась зависимость, да, друг от друга, либо зависимость одного партнера от другого. Может быть, это связано с долгами, с кредитами, может быть, это связано с детьми, либо это любовная зависимость, когда мы не можем представить даже, как мы без человека проживем, да, хотя нам с ним, допустим, тяжело, трудно, некомфортно, и он, может быть, как-то неправильно себя ведет, и мы из-за такого зависимого состояния не можем все расставить по своим местам. Эта карта, она идеальная для работы, то есть если действительно мы
столько энергии вкладываем в деятельность, то у нас там карьера расцветает, финансы прибавляются. Но если вот эту энергию власти, энергию силы, давления, подчинения, если это направлять в отношения, то ничем хорошим это не заканчивается. Вот эта карта может как предупреждение быть, чтобы мы сами так себя не вели со своими близкими, так это может быть и как рекомендация не попадать под власть, то есть выходить из-под власти, быть собой, реализовать себя, стараться себя обеспечивать самим, чтобы не было ну, как бы у вашего партнера как бы инструмента для того, чтобы как-то вас в зависимость в какую-то вгонять. То есть вы должны стремиться к самодостаточности. Посмотрите, здесь карта Сатурна. Сатурн – это планета принуждения только в том случае, когда мы сами отказываемся какие-то сложные для себя вещи решать. То есть здесь вот, скорее всего, мы сами знаем, что мы не доделываем, да, от чего мы убегаем, из-за чего мы вообще в зависимость попадаем. Скорее всего, не хотим решать какие-то вопросы личного характера, может быть, личностного роста, развития, обучения, может быть, зарабатывания денег и так далее. То есть вот нужно об этом подумать, и тогда есть возможность как бы из этого выйти. Ну, кроме того, вот эта карта может показывать еще и страстные отношения просто, да, ну, допустим, если это не касается чего-то глубокого, то, может быть, просто как бы вспыхнет страсть такая в отношениях, может и таким образом карта проиграться. Но вообще, когда вот такая карта выпадает в отношениях, лучше всего эту энергию, которая вот здесь разрушающая, направить в деятельность. Просто сознательно взять и больше внимания, времени уделить работе, зарабатыванию денег, можно там учиться. В общем, нужно просто перераспределить энергию, тогда все здесь будет в порядке. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта Король Пентаклей. Карта говорит о том, что есть возможность встретить человека очень стабильного, человека, который нашел себя, который уже знает, чего он хочет, многого добился, обладает каким-то статусом в карьере, в деятельности, да, который умеет зарабатывать, который ни в чем не нуждается и которому нужно единственное, что это только любовь. То есть этот человек ничего от вас не хочет в материальном плане, но и он, в принципе, на любовь и рассчитывает. То есть он не хочет, чтобы и у вас были корыстные какие-то интересы, да, то есть он этого не допустит, будет долго проверять. То есть не сразу человек откроется вам, потому что у него обычно у таких людей плачевный опыт, когда партнеры к ним стараются как можно ближе подойти, да, просто для того, чтобы обеспечить себе жизнь материально, да, а сами, допустим, никаких чувств не испытывают. Так вот здесь вот может быть как раз такая ситуация, да, что партнер будет как-то присматриваться, вот этот новый знакомый, да, будет присматриваться к тому, что вы действительно от него хотите. Вы хотите за его счет как-то как бы улучшить свою жизнь, да, либо вы действительно испытываете к нему чувства какие-то, и вот это для него важно. Давайте посмотрим, что происходит в работе. У тех стрельцов, которые работают по найму, выпадает 5 пентаклей. Карта говорит о том, что либо работа вам не подходит, либо вы, может быть, неправильно к ней относитесь. То есть, может быть, вы действительно здесь можете пользу принести, а вы, может быть, проводите время просто на работе, да, стараетесь дождаться, когда день закончится, как-то не реализуете как следует ваши возможности, и поэтому как бы вот деньги обходят вас стороной, да, и как-то может что-то не ладиться. Это с одной стороны. С другой стороны, 5 это у нас всегда карты смысла. То есть карта призывает задуматься, чем я занимаюсь и какой в этом прок, какая в этом польза. Та ли это деятельность, которая мне нужна, которая меня развивает, которая позволяет мне жить и радоваться, да, которая позволяет мне быть счастливым в этой деятельности. И если вы отвечаете себе, что эта работа вас вообще никак не развивает, даже если вы приложите
здесь усилия, эта работа не дает вам возможности роста, развития, обучения и так далее, приобретения каких-то навыков, значит, тогда нужно задуматься о том, чтобы сменить направление. Вот где вы с большей пользой можете себя реализовать. Либо, если эта работа действительно дает вам такую возможность для реализации, значит, нужно переменить свое отношение к ней. Да? То есть для того, чтобы были деньги, для того, чтобы были заработки, нужно больше вкладываться тогда. И обращать внимание не просто на то, сколько времени мы проводим на работе, а на то, насколько полезна наша деятельность и кому она полезна. Да? То есть именно обращать внимание на вот эту сторону. Для тех, кто ищет работу, королева жезлов, замечательная карта, которая говорит о том, что кто-то получит действительно должность довольно-таки высокую, управляющую. Для кого-то может прийти помощь от человека, может быть, это руководитель бизнеса, да, у которого свое дело есть, вот он может дать работу, либо человек, который может вас порекомендовать. Кроме того, эта карта еще и связана со своим делом. Да? Может быть, действительно, стрельцам стоит подумать о том, чтобы как-то самому себя занять. Потому что, скорее всего, у вас есть для этого возможности, способности. Может быть, просто не хватает решимости. Но тогда можно просто кого-то вот на помощь позвать для того, чтобы поддержали вас. Действительно, вот очень хорошие возможности для стрельцов открываются, потому что здесь и рост возможен, да, здесь, если вы займете эту должность, будет и уважение, и почет, и многого добьетесь, будет много власти. Очень хорошо. Для тех, кто имеет свое дело, девятка жезлов. Карта говорит о том, что вы стойкий оловянный солдатик, вы крепкий орешек, да, у вас уже большой опыт, вы знаете, как управляться с делами. И вот все вот эти дела, которые в прошлом вас делали сильнее, они сейчас вот вам на руку, да. Это может быть вопрос на этой неделе решается, связанный, может быть, с помощью кому-то, либо вам самим потребуется помощь от людей, которые могут вам ее оказать, которые обладают властью, там, возможностями и так далее, либо вы тут будете кому-то помогать. Также карта говорит о том, что нужно выходить за рамки привычного, то есть, возможно, вы уже многого добились, и вам кажется, что вам достаточно, а карта говорит, что нет, у вас есть возможность подняться выше, у вас есть возможность выйти за рамки, может быть, за рамки своей территории, там, города, да, или страны, за рамки, может быть, какой-то ценовой политики, да, допустим, выше подниматься здесь, может быть, расширять нужно будет фирму. В общем, здесь действительно для вас заканчивается период, когда вы уже добились всего, чего могли, и вам нужно двигаться дальше, об этом стоит думать. То есть вам будет даваться энергия на этой неделе вот как раз вот в этом направлении действовать. Можно учиться, можно попробовать поехать куда-то, ну, как бы в то место, где вы можете ну, либо бизнес расширить, либо познакомиться с кем-то, с нужными людьми, либо какую-то идею новую обнаружите в поездках, да, либо здесь вот с интернетом может быть связано. Ситуация какая-то, когда вам, может быть, предложение какое-то поступит, либо действительно для вас возможности новые открываются, там, клиенты, заказы, проекты и так далее. То есть об этом нужно думать. Также вот здесь на карте у нас как бы дом изображен еще. То есть очень хорошо было бы, чтобы у вас была цель, которая ну, связана, финансовая цель, которая помогла бы вам обустроить ваше жилье, или построить дом, или купить недвижимость, или как-то позаботиться о своих близких. Эта цель вам будет давать силы, она вас будет зажигать, толкать вперед, будет помогать вам брать на себя новую вот эту ответственность. Для тех финансы для стрельцов на этой неделе. Пятерка жезлов. Карта говорит о том, что действительно на новый уровень вы выходите, либо вам нужно выходить на новый уровень. И вы пробуете, может быть, какое-то новое направление, да, или, может быть,
чему-то научились, и вот сейчас пробуете это монетизировать, да, чтобы это приносило доход какой-то. Карта говорит о том, что вам это очень нужно. То, что сейчас вам дается с трудом и вам кажется, может быть, бесполезно, в дальнейшем это вам выведет вас на новый уровень, позволит преодолеть вот как бы ту преграду, вот, которая вам не дает сейчас расти, двигаться дальше в финансах. Посмотрите, здесь карта полной луны, то есть еще немного и станет ясно, как вам действовать для того, чтобы увеличивать финансы. Ну и, конечно же, не забывайте о том, с кем вы работаете, для кого вы работаете. То есть нужно, чтобы ваши взаимоотношения были как можно более, ну, не то что приятными, да, а чтобы они действительно обеспечивали результат, да, чтобы отношения были вот в таких рамках, когда люди с удовольствием работают, когда они реализуют себя, и когда вот такая ситуация как раз дает возможность заработать. Ну и отношение к тем людям, с которыми вы работаете, оно как-то влияет вот на деньги. Давайте посмотрим. Кстати, вот эта карта, она также связана с вниманием. То есть нужно обращать на себя внимание. Несмотря на то, что, может быть, вы еще не все можете, не все умеете, да, нужно обращать на себя внимание. Это может быть реклама, это может быть просто какие-то там посты в соцсетях, видео и так далее. То есть обращайте на себя внимание, это привлечет к вам возможности и увеличит ваши финансовые вот потоки, возможности, прибыль и так далее. Посмотрим совет для стрельцов. На неделю. Выпадает карта лживость. И как совет, эта карта говорит о том, что не стоит доверять всем подряд. Нужно обязательно проверять все очень хорошо, документы, не верить на слово людям, да, то есть чтобы все было заверено, все было подтверждено там печатью, подписью и так далее. Также карта говорит о том, что не стоит слишком быть расслабленным на этой неделе. Нужно все-таки собраться, хотя желание будет расслабиться и ничего не делать. Нужно собраться и вот сделать максимум из того, что возможно. Потому что здесь у нас карты в основном все такие жезловые, да, то есть нужно много движений совершить на этой неделе для того, чтобы был результат. Может быть, даже будут какие-то преграды, да, их преодолевать и как бы не задумываясь особо, без всякого страха, без боязни. Кроме того, эта карта связана с домом, с отдыхом, с расслаблением. Не надо забывать при таких нагрузках еще и отдыхать. Также карта говорит о том, что нужно себя на этой неделе побаловать чем-то приятным, для того, чтобы вот не потерять вкус к жизни, да, чтобы была радость жизни. Также здесь у нас на карте изображен дом, да, то есть могут быть какие-то вопросы, связанные с домом. Не нужно забывать за работой, да, за какими-то достижениями, не нужно забывать о доме, о близких, о том, что каждому нужно внимание, ласка и так далее. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось, чтобы все возможности, которые для вас открываются, вы реализовали. Всего вам доброго, до новых встреч!